Хочу отметить, что за время прошедшей с последней встречи, которая прошла в конце сентября, этот период можно назвать достаточно спокойным. Обстановка продолжала оставаться стабильной, продолжала оставаться прогнозируемой. Выводы мы делаем из того, что и количество нарушений государственной границы было минимальным, было всего 3 нарушения государственной границы, и количество других инцидентов и происшествий, которые обычно мы обсуждаем в формате нашей встречи. Хочу отметить, что не было на этот раз за отчетный период у нас не было нарушений воздушного пространства Республики Южная Осетия. Не было вхождения в наше воздушное пространство беспилотных летательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты наблюдались нашими представителями, но наблюдались они в воздушном пространстве Грузии. При этом границу не пересекали и не создавали каких-либо вопросов в плане безопасности. Обязательно. Этот вопрос каждый раз звучит в числе вопросов, которые гостинская сторона задает грузинской стороне. Более того, в этот раз мы привели пример, что инициатор выставления этого поста, на тот момент бывший министр внутренних дел Грузии и впоследствии ставший премьер-министром Грузии Георгий Гахария, который инициировал этот пост, в настоящее время грузинской прокуратурой заочно был арестован, поскольку сам находится не на территории Грузии, предположительно находится на территории Германии. В числе обвинений, которые предъявляют господину Гахария грузинские правоохранительные органы, звучит и попытка дестабилизации обстановки в районе населенного пункта Виста путем выставления полицейского поста. Нами было озвучено, что раз уж грузинское руководство признает ошибочность выставления этого поста, то единственно правильным и логичным решением было бы выведение этого поста с территории Республики Южная Осетия. Что касается нарушений представителями миссии наблюдателей Европейского Союза, было одно такое нарушение в районе населенного пункта Кошка. Есть такой населенный пункт на территории Грузии. С нашей стороны ближайшее село, которое есть, это селение Коркуба. Вот. Скорее всего, миссия наблюдателей пересекла по незнанию, поскольку насчет этого места государственной границы у нас проходили в том числе и технические встречи, на которых были достигнуты договоренности о том, что в этом месте границу не патрулируют ни представители миссии, ни представители структур безопасности с обеих сторон. То есть и со стороны Грузии, и со стороны Республики Южная Осетия. И грузинскими представителями, и угостинскими данный договор не нарушался. А представители миссии нарушили на сей раз эту договоренность, но есть у меня предположение, и косвенный ответ я получил на встрече в формате МПРИ, что патруль миссии мог заехать на нашу территорию по незнанию. Это приблизительно в 20 метрах от линии прохождения государственной границы. Если подобное повторится и в будущем, то этот вопрос станет предметом очень серьезного обсуждения на последующих встречах в формате МПРИ и, возможно, на встрече в Женеве, которая должна пройти в конце марта.